Радоваться или огорчаться? С одной стороны, республика, возможно, сможет задышать полной грудью, а с другой – перспектива соседства с мусорным полигоном. Она-то как раз и не особо радует жителей сельского поселения Барсуки. К ним сегодня наведались представители природоохранного ведомства. Главная тема дискуссии – строительство полигона твердых бытовых отходов. В ходе граждан в сельском поселении Барсуки, в котором принимали участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, жители села, обсуждался единственный, но очень актуальный вопрос – строительство полигона твердых коммунальных отходов в Назранском муниципальном округе. Как отметил докладчик, на сегодняшний день Минтрансом определен предельный тариф за услугу регионального оператора, который посчитан с учетом наличия в республике только одного полигона ТКО, расположенного в сельском поселении Нестеровское. В случае строительства дополнительных полигонов с учетом уменьшения расходов на транспортировку отходов тариф будет снижен. Планируем строить полигон на границе СП Барсуки и Средние Ачулуки. Провели обследование участка, на котором планируем строить полигон. Участок отвечает требованиям для строительства таких объектов. Располагается вдали от населенного пункта, непосредственно мест проживания людей. Дополнительно планируем провести проектно-изыскательские работы, которые действительно подтвердят, можно там строить или нет этот объект. Получается, что по предварительной оценке специалистов участок соответствует требованиям, предъявляемым при размещении полигонов ТКО, но тем не менее окончательно судить о пригодности участка можно только после полного анализа и разработки проекта. А самое главное, все это возможно только при согласии местных жителей. Будем учитывать мнение населения, мнение жителей республики. Опять же, при проведении изысканий, если на этом участке нельзя будет строить, то мы, в принципе, откажемся от этой идеи, даже если жители за, поскольку есть определенные требования к таким объектам. Помимо мнения населения, это может быть загрязнение окружающей среды, да, мы не можем этого допустить. В ходе встречи обсуждались все нюансы, вопросы, и каждый из присутствующих имел возможность задать любой вопрос по данной теме, на который получал исчерпывающий ответ. Марина Баркинхоева, Магомед Нальгиев, Наиб Сычуев, Вести Ингушетия.